На Абаза ТВ время новостей. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Руководствуясь интересами Абхазии, депутаты парламента проголосовали против ратификации инвестсоглашения. Актуальные смыслы, светлые эмоции и глубокие идеи. Абхазские студенты высшего театрального училища имени Щепкина показали спектакль «Человек и его окрестности» по Искандеру. По итогам будет создан один спектакль в Русдраве без репетиции театральных зарисовок в рамках режиссерской лаборатории «Сандро». Депутаты парламента проголосовали против ратификации соглашения между правительствами Абхазии и России об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии. В заседании участвовали 24 депутата, 21 из них проголосовали против, 2 человека воздержались и 1 не поднял руку ни на один из предложенных вариантов. Подробности в репортаже Марианны Котовой. Внеочередное заседание сессии парламента было инициировано депутатами. Согласно регламенту, треть парламентариев имеет право обратиться с просьбой провести внеочередное заседание. На имя спикера пришло письмо с 19 подписями. Перед тем, как спикер Лаша Ашуба объявила голосование, депутаты поделились мнением о ситуации, которая сложилась вокруг соглашения. Первым начал вице-спикер Астамур Аршба. По его мнению, вопрос ратификации соглашения следовало бы отложить до президентских выборов. Искренне считаю, что мы рубим сук, на котором сидим. Я не знаю ни одного политика, не знаю ни одного коллегу нашего, с кем мы имели возможность общаться. Общались мы абсолютно со всеми, кто может сказать, что инвестиции это плохо или они не нужны. Мне кажется, что та форма, в которой мы сейчас хотим подойти к этому вопросу, она абсолютно недопустима. Нужно как-то, мне кажется, отложить или перенести, этот вопрос как-то до того момента, пока мы не придем, к одному общему какому-то решению. С привлечением, профильных специалистов, экономистов, бизнес-сообщества и тому подобное. И дать на это возможность будущему президенту. У нас через пару месяцев состоятся выборы президента, нашей страны. И искренне нужно довериться тому, кому доверит наш народ. Это мое личное убеждение, это мое мнение. Хочу, чтобы вы очередной раз его услышали и знали. Мне кажется, что мы спешим. Если есть возможность как-то его отложить или перенести до после выборов, было бы, на мой взгляд, самым правильным. Но ни один из депутатов публично не поддержал это мнение. По словам депутата Даута Хутова, было бы лучше, если бы соглашение было отозвано исполняющим обязанности президента. Тогда это вызвало бы меньше политической и общественной напряженности. Наверное, все-таки исполняющий обязанности президента должен был отозвать этот проект и отозвать и подпись тоже за ним. Мне кажется, это правильно, и я хочу объяснить свою позицию. Кажется, 14, по-моему, организаций подписали обращение к Народному собранию. Но вы должны понимать, каждый раз, когда мы выносим сюда на заседании сессии какой-то вопрос, каждый раз это рождает какую-то нервозность среди наших граждан. Потому что гипотетически возможно, что сегодня это соглашение даже будет признано, ратифицировано, вернее. Ко мне много людей звонили, а оно не пройдет, а вдруг пройдет, а что потом, нервозность. Сегодня люди здесь собрались. То есть это все, мне кажется, было не нужно. Нужно было, чтобы все-таки исполняющий обязанности президента отозвал. Я понимаю, что он высказал позицию, что не намерен этого делать. Но обращаться эти люди должны были не к нам, а сначала к нему, на мой взгляд. И уже потом нам, как и благодаря Кану Валерьевичу, можно сказать, он основным инициатором был, мы уже взяли эту ответственность на себя. По словам Хутова, в России должны с пониманием отнестись к сложившейся вокруг соглашения ситуации, так как депутаты, денонсируя межправительственное соглашение, руководствуются прежде всего интересами народа Абхазии. На самом деле это не очень приятно, что нам приходится вот таким способом реагировать на соглашение, которое было подписано как представителями Абхазии, так и представителями Российской Федерации. Россия наш стратегический партнер, наверное, самая важная страна для нас в этом мире. Да, и я уверен, так будет еще, наверное, всегда, учитывая, что мы соседи, учитывая, насколько мы сплетены и по истории, я уверен, что и в будущем тоже. Но я уверен, что нас поймут, потому что мы сегодня, принимая решения и всегда, когда даже выступали против этого соглашения, мы прежде всего думали о своих гражданах.
И я уверен, что в России также думают прежде всего о своих гражданах. И эта ситуация, она будет им понятна. Как говорит Эрик Рштуник, парламент выполнил свою часть работы над соглашением, но исполнительная власть подставила народных избранников и довела до необходимости денонсировать соглашение. Мы проработали, составили свои какие-то замечания, около 20 поправок. Да, некоторые там отмелись, но были приоритетные. И эти 20 поправок почему-то за основу приняты не были. Я вообще считаю, что это недоработка в первую очередь нашей исполнительной власти, потому что нами, как парламентом, как законодательным органом, эти поправки были предложены. А что там дальше, как не смогли договориться, как не смогли эту позицию донести и отстоять, ну это уже, знаете как, а нам приходится сегодня ответственность брать, нам приходится брать это сегодня на себя, эту такого рода ответственность. Но с учетом того, что мы говорили, с учетом привлечения в общественности, людей заинтересованных, тех, кто будет жить по этому соглашению, все эти люди высказали, что это соглашение, оно для нас, для абхазской стороны, оно невыгодно. Просто невыгодно. Там есть такие элементы, где огромное количество, беспрецедентное количество преференций для инвестора, который должен заходить на территорию Абхазии, с учетом того, что наши те бизнесмены, предприниматели, определенные сектора становились бы неконкурентоспособными. Поэтому я хочу сказать о том, что сегодня мы берем на себя такую ответственность, да, но никто не говорит в дальнейшем, что нам нет необходимости там, в инвестициях и тому подобное. Просто на паритетных началах, еще раз хочу повторить, и с тем, чтобы был интерес Республики Абхазия. Депутат Канкварчия призвал коллег найти виновных в сложившейся ситуации и предложил вынести на обсуждение вопрос доверия министру экономики Кристине Узган. Я хотел бы наших депутатов призвать к тому, чтобы прямо в ближайшее время, пользуясь своим, как говорится, правом в парламенте, да, мы подготовили документ по отношению министра экономики Кристины Узган о недоверии, потому что этот человек непосредственно, здесь два человека во всем этом участвовали, это президент, понятно, что он был главный идеолог, но главным проводником этой всей ситуации была министр экономики, который не услышала ни депутатов, ни людей, ни народ, который возмутился. И в таких случаях, когда такой документ, соглашение между двумя государствами не проходит, есть, значит, виновник этого. По мнению же депутата Инара Гицба, обвинять лишь главу Минэка не вполне справедливо. По его словам, есть тут коллективная вина тех ведомств, которые давали положительные заключения об инвестиционном соглашении. Я считаю, что здесь коллективная ответственность и тех ведомств, и руководителей тех ведомств, которые давали положительные заключения на эти соглашения. Там же не только Кристина Константиновна взяла и единолично приняла решение о том, что это соглашение необходимо к ратификации. А вообще, конечно, уже существуют и давно изучены и описаны всевозможные способы, да, там, влияния на развивающиеся страны, на страны третьего мира и воздействие на них. Вот, под видом борьбы с экономической отсталостью, там, зачастую страна оказывается во власти корпоратократии, как сказал бы там один профессор известный. Да? Вот не хочется проводить параллели, но действительно сравнение очевидно, и то, каким образом навязывается нам какое бы то ни было решение, оно заставляет нас прежде всего задуматься над целой системой проведения, да, и приведения в жизнь. Давайте вот концептуально работать. У нас есть все для этого полномочия и основания уже вообще изменить подход к таким концептуальным и стратегическим вопросам. Депутат Дмитрий Маршани обратил внимание на то, что вокруг соглашения создали нездоровый информационный фон, навешивая ярлыки антироссийские на всех, кто с критикой относился к соглашению в том виде, в котором оно было подписано, и предостерег все политические и общественные силы от соблазна подобной борьбы с оппонентами. Такое мнение, что здесь какие-то есть антироссийские, значит, настроения. И вот я хотел бы всех предостеречь от этого, любых политиков наших, политических групп, там, партий и так далее.
я предостерег бы от того, что делать, значит, приватизировать любовь к России, это к хорошему не приведет, потому что курс на сближение с Россией, на дружеские, братские отношения сделали наши предки больше 300 лет назад. И этому курсу мы последовательно привержены. И даже в те года, там, и в 90-е, вы помните, что у нас происходило и так далее, мы от этого курса не отошли. И хотелось бы сказать, если здесь не урок истории, конечно, но хотелось бы сказать, что в отличие от, допустим, Грузии, мы вошли в состав Российской империи, нас никто не заставлял, это был осознанный шаг. Все эти разговоры о каких-то антироссийских настроениях и так далее, наша дружба и братство проверено годами, веками. Лаша Ашуба, поставив вопрос на голосование, предположил, что Абхазию ждут непростые времена и, вероятно, придется пересматривать бюджет, и парламентский в частности. Ждут нас непростые времена, с другой стороны, возможно, это, значит, время возможностей собственных. Нам нужно будет потуже затянуть ремни, да, даже к концу этого года. Я, например, со своей стороны, со стороны коллег в части, предлагаю бюджет парламента частично сократить, да, там, представительские расходы, расходы на приобретение. Если будут вообще эти средства, я так думаю, что парламент будет работать и другие органы власти в экстренном режиме, потому что нам придется бюджеты пересматривать. Это чтобы мы все для себя понимали и принимали, да. Далее депутаты проголосовали по вопросу ратификации Абхазо-Российского соглашения об инвестиционной деятельности в формате открытого голосования. Из 24 депутатов 21 отдал свой голос против соглашения. 2 человека воздержались. Таким образом, инвестиционное соглашение, подписанное 30 октября в Москве, было денонсировано. Марьяна Котова, Турник Амичба, Инала Гухава, Абаза ТВ. После того, как решение парламента объявили людям, собравшимся у здания, делегация представителей оппозиции отправилась на встречу к исполняющему обязанности президента Бадри Гунба. Они хотели обсудить ряд вопросов, вызывающих возмущение у сторонников оппозиции, в том числе политику вещания государственного телевидения и публичную поддержку экс-президента Аслана Бжани главами районов и другими чиновниками. Об итогах встречи гражданам рассказали Леван Мика и Адгур Ардзенба. Делегация Ахтзала, Яхел, Царов, Пазиге, и Пхедзот Рабхиргалана, и Пхаргала Застара, Яхатби Ам Тазахан, экс-президент и Хымев Гаша, и Галара, Убри, Яха Апсва Зиги Шахбархаго, Убри Шан Калату, Избанзар Хабха Аге, Абриихо, Хара, Урстула Хаджагалуша, Убри Азцара, Казиге, Хапсны Шапархагу, Убри Харгалы Тазцара. Убри Аштах, Убри Ахтос и Накуршина, Яра, администрация Хабадша и Пулара, Ахапна, Уи акция Ихарцас, Апсуа Зиги Шахбархагу, Тахпе. Абарт администрации Хабадша, яка президент и Мепызго, Бадра Бумба Яхвит, Абарт Агана, Ирахату, Абри акция Шан Калату, Абри Идгалара, Дара Исхагыло, Арайонко, Рыхдзала, Иша Амс. Зиги ахдырует ахадара, убрахи не, убри акциях, убри хайвлар зиги и шарпархагу, чтарнаха сабас из шуа анкалана, дара идгалара тахаза, ртепа анажна, идгала, аха, ай хабар анкалана, яра идгалара шаму, а то хе. Уяштах, иб хагала за цара, Абсолютно хапша, абрака ушта хайсшака на зиге, бана гара по зиге, и шахар абсолютно бана гара абсолютно хапшача, и казарсата, и бхаргала и тазцара. Убриги халат шажит, убра вайвларат совет, ай хабыра, и бхадзо,
Хацазарц, ателефопшакна, авайвла совет акна яларц, ейцердуру апсуа, убрт ирцбат, ишаалу апсу телефопшра, хапха аги, яхаги, ахпепшки шаалу убрт ирцбат, يبحرقل الديرة داكش حدخي يخا وطرا وبس أواجلرت السبيت يخقلرت أبسو تليخوبشرا وبرد روب يزدبو يقالو أبسو تليخوبشرجا وبس يحفيد زيجي في بانقرا وبريجي يخا وطرا يحدبويت فا عاشي حيتي زيروش بعد زيجي برا حرزك حكزل تبوب حشاحون شروشوم شلوب يحام ويايرا шапсру. Тыбуб дараца. Если по тем вопросам, которые мы сейчас обсуждали, ну, самое главное, ратификация соглашения не состоялась, соглашение не ратифицировано. Это, конечно, то, что так произошло, это отрицательный фактор. Не то, что не было оно ратифицировано, а то, что вообще предыстория всего этого соглашения, она говорит о том, что человек, который возглавлял Абхазию последние 4,5 года, сделал все возможное и невозможное, чтобы испортить абхазо-российские отношения. И вот сегодня этот итог. И то, о чем говорил здесь Ливан, мы все вместе должны работать над тем, чтобы доносить свою позицию. Потому что вы знаете, что экс-президент за пределами Абхазии продолжает очернять абхазский народ, рассказывать о том, что мы экстремисты, говорить о том, что мы поддерживаемся силами Запада, Грузии и так далее. То есть это идет лживая, провокационная пропаганда в наш адрес. Мы все вместе, и вот сейчас и Бадр Зурабович это подтвердил, мы все вместе должны работать над тем, чтобы имидж Абхазии и отношения между Абхазией и Россией вернулись на тот высокий уровень, который был до 2020 года. Это первое. Что касается глав администрации районов, которые вчера сопровождали экс-президента, встречали его на границе и так далее, это всем не понравилось. Значит, перед ними будет поставлен вопрос, и он будет решен таким образом. Главы администрации районов, министры или другие государственные деятели, которые получают зарплату с нашего кармана, кто хочет заниматься политикой, уходит в отставку и пускай поддерживает кого хочет. Вот таким образом вопрос решен. Что касается абхазского телевидения. Абхазское телевидение, слово разблокировано, конечно, не хочется произносить, но оно в лучшей мере характеризует то, что произошло. За последние 4,5 года абхазское телевидение, к сожалению, превратилось в рупор антинародной политики Аслана Абжани. Абхазское телевидение будет создан там, при абхазском телевидении, общественный совет. Абхазское телевидение с завтрашнего дня будет вещать объективную картину, которая происходит в Абхазии. Это вопрос тоже закрыт. Всем я вас всех поздравляю. Официальная хроника, исполняющая обязанности президента Абхазии Бадра Гунба, считает важным неукоснительное соблюдение соглашения 19 ноября, подписанное между властью и оппозицией. По мнению ИО, главы государства, этот документ позволил вернуть ситуацию в конституционное русло и избежать непоправимых для государства последствий. Во имя сохранения стабильности в стране Бадра Гунба призывает всех участников политического процесса придерживаться законодательства Республики Абхазия и пунктов достигнутого соглашения. Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба подписал распоряжение об утверждении нового состава Республиканского штаба по обеспечению энергетической безопасности и борьбе с незаконным присоединением к электрическим сетям, находящимся в ведении РУП «Черноморэнерго». В состав Республиканского штаба введен и назначен его руководителем исполняющий обязанности премьер-министра Валерий Бганба. ИО премьер-министра Валерий Бганба подписал распоряжение о мерах по усилению контроля по охране хвойных насаждений
предновогодний период и период проведения новогодних праздников в 2024 году. Государственному управлению лесного хозяйства, Государственному комитету по экологии и Министерству внутренних дел поручено усилить контроль по охране хвойных насаждений, пресечению фактов самовольной рубки хвойных деревьев в едином государственном лесном фонде, других лесах, парках, скверах и их незаконной реализации. К нарушителям применять предусмотренные законодательством Абхазии меры. Государственному таможенному комитету поручено в период с 25 ноября по 31 декабря не реже одного раза в 3 календарных дня представлять в МВД сведения об объемах ввезенных в Республику Абхазия елей и пихты, а также сведения о лицах, импортировавших указанные товары. Центральным и местным органам государственного управления унитарным предприятиям, государственным предприятиям и учреждениям рекомендовано использовать для проведения новогодних праздников искусственные новогодние елки. Контроль за исполнением распоряжения возложен на Госуправление лесного хозяйства, Госкомитет по экологии и МВД. Огнестрельное оружие изъято сотрудниками Гудаутского РОВД у гражданина 1999 года рождения. Смотрите материал пресс-службы МВД Абхазии. Сотрудниками ОУР Гудаутского РОВД задержан Гетя Никита Дмитриевич, 1999 года рождения, у которого в ходе личного досмотра именно в носимой барсетке обнаружен пистолет, снаряженный 4 патронами. Согласно проведенному исследованию, в ВКЦ МВД Республики Абхазия обнаруженный пистолет является кустарно изготовленным нарезным огнестрельным оружием-револьвером, технически исправным и к производству выстрелов пригодным, а патроны калибра 9 мм боевыми. В отношении гражданина Гетя группой дознания отдела внутренних дел по Гудаутскому району по части 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения, подписка о невыезде. К другим темам. 3 декабря по случаю празднования Дня неизвестного солдата полномочный представитель МИД Республики Абхазия Федеративной Республики Германия Хибла Амичба приняла участие от имени республики вместе с Координационным советом организации соотечественников в возложении цветов у мемориала советским воинам в Тиргартене. 7000 учебников выдал Минпрос Абхазии отделом образования. Министерство предоставило учебники по истории Абхазии 5-9 класс, абхазской литературе 10 класс, абхазский язык 6 класс, русский язык 3 класс, рабочие тетради для 1 и 2 классов, а также журнал для воспитателей в детских садах. Планируется поставка российских учебников. Русдрам показал спектакль «Человек и его окрестности» по Фазилю Искандеру. Актеры – абхазские студенты Высшего театрального училища имени Щепкина. Режиссер, руководитель курса, заслуженный артист России Алексей Дубровский. Глубокие размышления Фазиля Искандера, сочетание его юмора с пронзительной ностальгией по детству абхазский десант Щепки сыграл на одном дыхании. Кроме того, накануне Русдрам подвел итоги зрительского голосования. Слово Алисе Адлейба. «Встречай, Родина». В Русдраме состоялась долгожданная встреча с публикой, где абхазские студенты ВТУ имени Щепкина представили свой дипломный спектакль. По сложившейся традиции пресс-подход перед премьерой собрал журналистов, которые пришли узнать больше о новом проекте. Генеральный директор театра Ираклий Хиндба, актеры и постановочная группа сумели заинтриговать представителей СМИ, поделившись интересными фактами о спектакле. Мне кажется, ребята, которых мы набрали, которые сейчас 3 года вместе с нами, они продолжают нас в этом смысле только радовать и удивлять. Они стараются, они трудятся в меру своих возможностей. Вот эта вот улыбка, да, которая исходит от них, какой-то удивительный, не знаю, какое-то добродушие, простота, искренность, да, и я очень надеюсь, что вы все это увидите сегодня в спектакле, хотя, безусловно, они, конечно, будут волноваться, но мне кажется, Абхазия, она наполнена вот этой какой-то искренней добротой, радушием. Спектакль, он вышел из экзамена, скажем, по сценической речи, когда мы индивидуально каждому студенту выбирали
отрывок из художественного произведения, да, Фазиля Абдулыча. Выбирали на основе, естественно, да, студенческих данных, да, чтобы материал студенту подходил, и в итоге собрали, благодаря Алексею Владимировичу, в единую какую-то композицию, да, в такую вот общую концепцию, чтобы протянуть все-таки одну единую мысль спектакля. Сбор абхазских студентов, целевая группа в театральный институт имени Щепкина – это стратегический проект. И мы так его характеризовали с самого начала. Вот вы увидите, через несколько лет, вы увидите, как еще больше расцветет наш театр, насколько он станет интереснее. Вот это щепкинское вливание, вот щепкинской крови в наш театр, кстати, впервые в истории Абхазии будут выпускники Щепкинской школы работать в Абхазии, в театре в Абхазии. Спектакль, основанный на произведении Искандера «Человек и его окрестности», приурочен к 95-летию автора. Яркие образы и интересные перипетии стали основными аспектами, которые уже успели привлечь внимание публики. Сами же юные артисты поделились инсайтами о подготовке к выступлению. Да, действительно, это наш первый дипломный спектакль, и волнительно, потому что, играя его в Москве, мы волновались, конечно, но приезд сюда, благодаря Росконцерту и большим гастролям, это для нас большая честь, и представлять наш дипломный спектакль, наш университет, институт в стенах театра Искандера, это безумная возможность показать абхазскому народу, что произведение абхазского автора Фазиля Абдулыча – это великая история и красивые моменты абхазской жизни. В этом спектакле у меня роль, она такая больше как спайка самого Искандера, его персонажей и в какой-то степени меня самого. То есть вы увидите на сцене не самого Фазиля Абдулыча, а, можно даже так сказать, литературный персонаж, который будет вас вести весь спектакль от начала и до самого конца. Вообще нужно сказать, что спектакль – это такая необычная форма спектакля. Это разные произведения Фазиля Абдуловича, которые… в общем, вы увидите. Это музыкальные вставки, хореографические вставки. По поводу подготовки, так как спектакль родился на основе экзамена по сценической речи, подготовка, соответственно, идет в первую очередь, начиная с речи. И разбор любого произведения, ты должен понимать, о чем ты говоришь, кому ты это рассказываешь, для чего ты это рассказываешь. Актуальные смыслы, светлые эмоции, глубокие идеи – все это нашло свое отражение в работе молодых актеров, стремящихся озвучить вопросы современности через призму классики. В завершении сезона в театре также подведены итоги и отмечены лучшие работы. Режиссер спектакля Олеся Невмержицкая стала обладательницей приза в номинации «Лучшая режиссерская работа». Кирилл Шишкин признан лучшим исполнителем мужской роли за образ сэра Джона Фальстафа в спектакле «Виндзорские проказницы». А Анна Гюригян завоевала звание «Лучшая женская роль» за свою интерпретацию Аманды Уингфрид в «Стеклянном зверинце». О! Над парком гремит радиола. Зевая бурьми девчат. Танцует вечерняя школа. За поясом книжки торчат. Да, продолжай наши слушай. Здесь пришлый народ. Первая встреча с родными зрителями изобиловала эмоциями и ожиданиями будущих представлений. Зрители уже с нетерпением ждут новой захватывающей программы от талантливых студентов и профессионалов театрального искусства. Алиса Адлиба, Сандро Облотья, Абаза ТВ. В Росдраме начались репетиции театральных зарисовок в рамках режиссерской лаборатории «Сандро». Какие произведения в этом году выбрали для постановок, имена режиссеров и кто будет задействован помимо актеров Росдрама, рассказывает Элеонора Гилаян.
Произведения для режиссерской лаборатории выбирали сами режиссеры будущих эскизов. В отличие от прошлых лет, на этот раз в работе не только Фазиль Искандер. Так Ирина Кондрашова будет ставить в ночь новолуния Шалоди Аджинджел, Денис Хусняров землянику Джума Ахуба. Будут, конечно, и эскизы по Искандеру, рассказ о море и Тали «Чудо из Чегема». Режиссеры очень опытные в этом году. Это и руководители театров художественные, и режиссеры с большим таким багажом серьезным, выпускники лучших школ, лучших мастеров российских. Вот эти 4 эскиза, которые мы покажем 7 декабря, мне кажется, будут настоящим подарком для любителей театра, потому что зрители будут теми, кто будет принимать решение о том, какой из этих 4 эскизов получит право превратиться в полноценный спектакль в новом сезоне, в следующем году, в 2025 году. Поэтому мы всех приглашаем 7 декабря в 16:00 на этот праздник. Художественный руководитель Самарского театра юного зрителя «Самарт» Денис Хуснияров рассказал, что выбрал рассказ Джума Ахуба сразу, как только дочитал. На вопрос, видит ли он будущий эскиз большим спектаклем, ответил, что видит его даже в фильме. Я вижу это кино. Мне кажется, это очень здоровский сценарий для фильма. Прям очень хорошо написано, отличный текст. И нам прислали сайт, на котором была абхазская литература вся. И сказали, выбирайте. И нам пришлось читать очень много текстов, романов, рассказов и прочих авторов. Вот. Ну и как-то я так не повезло, в самом начале наткнулся на этот рассказ. Он небольшой был и очень, мне кажется, интересный. Самое главное в лаборатории — это очень здоровский такой тренинг. Это ты за короткие сроки мобилизуешь все свои там профессиональные ремесла, да, режиссерские. Ты за 4-5 дней должен показать спектакль. Пусть сырой, пусть такой грязный, но уже остов спектакля должен быть. Это такое, это все в шоке, это нервы, и это очень хорошо мобилизует и меня, и артистов. Так что я люблю такие вот эксперименты. Роли распределяли долго. Труппа узнала, какой режиссер за какой отрывок взялся и кто в чем будет задействован только на общем собрании. Важно сказать, что вместе с артистами на сцену в рамках лаборатории выйдут и студенты театрального института имени Щепкина. Хочу сказать, что я очень рада вновь приехать. И судя по вчерашнему награждению, я вдруг понимаю, что режиссеры, которых я выбираю, имеют успех на вашей сцене. И Антон Корнилов, и Олеся сейчас Невмержицкая. Мне очень приятно, значит, как бы попадаю в вашу компанию теми именами, которые как бы, для меня тоже важны. 7 декабря все 4 эскиза будут вынесены на суд зрителей. По итогам лаборатории будет отобрана одна работа, которая получит право превратиться в полноценный спектакль в 2025 году. Элеонора Гилаян, Тимур Гугохия, Абаза ТВ. Банк Абхазии выпустил памятную монету Абсха Леон. Серебряная монета номиналом 5 абсаров вышла в обращение тиражом 500 штук. Ее диаметр 33 мм, вес около 17 граммов. Художник Руслан Габля изобразил на реверсе профиль царя Леона, на аверсе монеты карта Абхазского царства с названиями столиц и открытой ладонью. Заслуженный журналист Абхазии спецкор ТАСС в республике Анжела Кучуберия награждена специальным нагрудным знаком и дипломом 3-й степени за добросовестный труд в команде ТАСС на протяжении 10 лет. Гендиректор информационного агентства Андрей Кондрашов, вручая диплом, назвал Анжелу Кучуберия золотым фондом кадров ТАСС, поблагодарил за профессионализм и работу в по-настоящему сложных условиях. Кучуберия работает в ТАСС в общей сложности уже 27 лет, штатным сотрудником с 2013 года. Торгово-промышленная палата Абхазии провела в Стамбуле презентацию проекта «Гастрономическая Абхазия». Мероприятие прошло в Абхазском культурном центре при поддержке полномочного представителя республики в
в Турции Ибрагима Авицба и представителя ТПП Абхазии в Турции Гунды Анкваб. Выступая перед гостями презентации на абхазском языке, президент ТПП Тамила Мерцхулава подчеркнула значимость взаимодействия с проживающими в Турции соотечественниками. Обращаясь к посетившим мероприятие представителям посольства России в Турции, она поблагодарила за поддержку и акцентировала внимание на том, что Российская Федерация является основным стратегическим и надежным партнером Республики Абхазия. Гостям был показан фильм об Абхазии, подготовленный торгово-промышленной палатой на турецком языке, о богатстве абхазской культуры, истории и традициях, а также о ее потенциале для туризма и бизнеса. На мероприятии была представлена продукция ряда абхазских производителей, включая такие известные компании, как «Вина и воды Абхазии», «Аргун Яшта», «Шато Абхаз», «Абхаз-вино» и «Дурипская винодельня». Ассортимент лимонадов, питьевой и минеральной воды, произведенной на Сухумском пивоваренном заводе и предприятием «Минеральные воды Абхазии». Гостям предложили попробовать разнообразные абхазские вкусности – мед, джемы, акалмыш, баклаву, аджинджух, ну и, конечно же, аджику. Более 30 мероприятий запланировано в рамках фестиваля «Мандарин», который пройдет в Абхазии с 3 по 8 января 2025 года. Гости и жители республики смогут посетить выставки, экскурсии, концерты народной музыки, ярмарки, принять участие в мастер-классах по гончарному и столярному делу, турнирах лучников, дегустациях, сборе урожая, а также прокатиться на воздушных шарах. Каждый желающий сможет посадить свое мандариновое дерево. Из урожая этого года планируют собрать огромную елку и установить мировой рекорд. Международный комитет Красного Креста при поддержке Госкомитета по делам молодежи и спорту провел в городе Сухум турнир по настольному теннису среди людей с ограниченными возможностями, Международный день которых отмечается 3 декабря. Среди участников были представители Гагарского, Гудаутского, Гулрыбского районов и города Сухум. Подобные турниры по различным видам спорта проводятся по инициативе МККК с 2012 года на ежегодной основе. После окончания турнира участникам были вручены призы. Объявлен конкурсный отбор для граждан Абхазии на обучение в области энергетики и транспорта по программам бакалавриат, магистратура и аспирантура, информирует Министерство энергетики и транспорта. Прием документов осуществляет Россотрудничество до 15 января 2025 года. За более подробной информацией обращаться в представительство Россотрудничества по адресу город Сухум, улица Генерала Дбар, дом 3, второй этаж, офис 326. Телефон 223 33 53 с 9 до 18:00. Внимание, воды не будет. Водоканал столицы сообщает, что в связи с прорывом трубы в среду 4 декабря с 2:00 до 17:00 будет прекращена подача воды в районах города Сухум. Старый поселок, улица Эшба, вокзал, Нагорная и центральная части города, ВМ, рынок, Маяк. Сейчас о погоде. В среду 4 декабря в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, атмосферное давление повышенное, нестабильное, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 1 до 6, днем от 7 до 12 градусов. Температура морской воды 15 градусов, волнение морской воды слабое и умеренное, относительная влажность воздуха от 50 до 70%. И на этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами на канале Абаза ТВ. До новых встреч в эфире.